Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего не ждете, о чем не думаете, но это уже у вас прямо на пороге. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, у вас прямо на пороге идет какое-то приглашение. Приглашение от человека, с кем вы либо как-то редко общаетесь, либо мало общаетесь. Вот именно этот человечек вас позовет, пригласит. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется приглашение на свидание, на встречу, на какое-то мероприятие, на праздник, да, на какую-то прогулку, может быть, да, куда-то присоединиться, подсоединиться, да, в какой-то коллектив, например, войти, влиться, чем-то, может быть, совместно заняться. Приглашение настолько будет неожиданным, настолько оно будет приятное, вот вы точно не откажете. И вы пойдете, присоединитесь, поучаствуйте, получите огромную пользу, огромную выгоду и море удовольствия. Вот так мне идет. Просто вы аж сияете, да, получая это приглашение, и, воспользовавшись этим приглашением, вы усиливаете свою позицию, поднимаете себе настроение и даже что-то получаете вот от тех людей, либо человека, кто вас пригласил. Прекрасно, просто замечательно. Так, кто у меня отчаялся по поводу работы? Вот чем-то вы занимаетесь, у вас то ли заказов нет, то ли клиентов нет, то ли как-то вот прям совсем работа ваша тухнет, гаснет. И вы думаете, ну все, буду закрываться, да, надо что-то другое искать, чем-то другим заниматься. Ну прям совсем уже ручки опустили. У вас на пороге клиенты, у вас на пороге заказы, у вас на пороге прям щедрые, такие щедрые, богатые заказчики. Как всплеск идет, всплеск вашей активности. Вот знаете, как такое ровное плато, потом такой резкий всплеск. Сначала вы будете приятно удивлены, потом вы прям в азарт, в кураж войдете, а потом у вас идет усталость. Вы уже такая будете перебирать, выбирать, ну, либо если мужчина, смотрите, на себя переключаете, переворачиваете, да, уже так, знаете, будете, так, что там, мелкий заказ, не, вас я не возьму, там, покрупнее буду брать, да, а то у меня времени на всех не хватает, да, либо я не успеваю со всеми поработать и для всех, ну, как бы там выполнить заказ. Да, представляете, еще перебирать будете, так что звездный час, он впереди. Вот все, что касается вашей работы, вашего дела, да, ну, при условии, что вы сами на себя работаете, либо вы, может быть, как-то под заказы что-то делаете, прям всплеск, очень яркий всплеск идет. Так, а для тех, кто работает на кого-то, либо у кого-то работает, ну, здесь, мои хорошие, какая-то повышенная занятость, либо вовлеченность в процессы, в деятельность организации. Скорее всего, помимо вашей основной деятельности, вас куда-то будут привлекать либо какими-то доп. Обязанностями, либо, может быть, как экспертное лицо, да, чтобы вы выступили как эксперт, а может быть, вам там ученика подсунут, ученицу, чтобы вы кого-то обучили. Ну, то есть вы себя почувствуете очень важным, нужным и востребованным человеком. Вам не только будут уменять новые обязанности, вас еще будут, помимо прочего, хвалить, ставить в пример и всячески поощрять. Поощрять можно по-разному, да, можно там грамоту дать, какой-то ценный приз, либо хорошую премию выписать в конце-то концов. Да? То есть я вижу, что вам будет хорошо, вам приятно. Вы вообще в будущем, в ближайшем будущем просто удовольствие, кайфуете
кайфуете от своей работы, да, получаете максимальное удовольствие, чем бы вы ни занимались. Так, ну и кто ищет работу, здесь предложения идут. Да? То у вас совсем было пусто, никто там и не звал, и не обращал внимания на ваши резюмешки. Там, вы куда только не обращались, все вам плечами пожимали, говорили, ну извините, нет, места нет, там, либо да, вакансий нет. А тут, смотрите, сразу несколько человек, причем это не двое, не трое, там поболее идет, да, начнут вот вам там написывать, либо звонить, приглашать вас на собеседование. Опять же, у вас идет ситуация выбора, и вы действительно будете выбирать, кому вы пойдете на собеседование, да, либо какое предложение более выгодное, что вот именно для вас больше подходит. Да, и почему нет? Прекрасная, прекрасная ситуация. Все, что касается работы, идет всплеск активности, прирост по прибыли, такая прям вовлеченность, занятость и как бы успешно. Все очень-очень успешно у вас идет. Так, еще на пороге прям в центре у нас звезда огромная идет. Звезда. Звезда касается какого-то конкретного человека. Вернее так. Это какая-то ваша мечта, какое-то ваше желание связано с другим человеком. Ну, например, да, кто-то мечтает, чтобы там, мужчина, который вам нравится, обратил на вас внимание. Кто-то мечтает, чтобы любимый сделал какие-то конкретные шаги, предложения. Кто-то мечтает, в принципе, встретить любимого человека, да. Вот у вас именно такая мечта исполняется. Причем это исполнение застигнет вас в какой-то неудобной для вас ситуации, либо в момент, когда вы совершенно к этому не готовы. Да? Не готовы, не готовились, настроения нет, там, может быть, кто-то вас расстроил, да, и тут на тебе трах-бах. Вот он появился перед вами, такой говорит, а давай-ка встретимся, а ты мне так нравишься, а давай-ка обсудим наше будущее. Либо там вообще предложение будет делать. Ну, вы, конечно, будете в шоке, но это будет очень приятно. Мечта исполняется, желание исполняется. А кто-то, например, кого-то мечтал увидеть, да, давно не видели этого человека, не видели, не слышали. И тут этот человек появится, либо объявится, да, либо лично к вам, да, подойдет, приедет, вернее, да, придет. А у кого-то, да, выйдет на связь, причем сам вас найдет, да, там, в интернете, может быть, там телефонный номер где-то ваш раздобудет. И у вас будет с этим человеком очень конструктивный, очень теплый, добрый и милый разговор. Так, еще здесь у меня какая-то ситуация достаточно громкого скандала, спора, разбирательств. Причем вы тут такого жару дадите, очень многих поставите в тупик и кого-то даже напугаете. Знаете, вот почему-то идет такое ощущение, что вас принимают, либо воспринимают таким совершенно серым человечком, не в плане там внешности, а в плане эмоций, в плане поведения. Считают, что вы очень скромный человек, спокойный человек, что с вас там, не знаю, веревки можно видеть, что вас можно там напугать, запугать, даже, может быть, заставить, принудить к чему-то, а вы тут отпор дадите. Причем такой громкий, так сверкнете, прям гром и молния устыдятся, да, на вашем-то фоне. И вот тот, кто считал вас легкой добычей, назовем это так, да, испугается, на попятную пойдет, еще и извиняться и просить прощения у вас будет. Вот так вот. Так, еще какой-то ключик вам вышел. Ключик в левой стороне. Ключик — это всегда про жилье. И также ключик может указывать на какие-то тайны и секреты. Если это касается жилья, то это жилье, улучшение жилья, нахождение жилья. Может быть, вы хотели продать, либо наоборот купить. С левой стороны, очень приятно, очень удачно, потому что все-таки у нас даже как полузвезда вышла. Да? Может быть, не совсем то, чего хотели, но тем не менее, да, будет очень приятно, и вас это, конечно же, порадует.
Может быть, вы сейчас вот просматриваете, да, вот какие-то предложения по жилью, может, хотите арендовать, либо вы куда-то едете и думаете, вот, а где я остановлюсь? Найдете, вы знаете, неплохо, очень неплохо. По крайней мере, цена этого предложения, ну, просто самое желанное, можно так сказать. Идет очень вменяемая цена при каком-то, ну, я не могу сказать люксе, да, но тем не менее это улучшенное, да, что-то улучшенное. Вот есть стандарт, да, есть улучшенное, есть там, например, люкс. Вот у вас улучшенное получается. Но вот цена, она даже несправедливая, она ниже справедливой. Вот такое предложение вам идет. Ну, если будете покупать, то может быть какая-то горячая покупка, когда людям там срочно нужно продать, и они там готовы уступать, и лишь бы продать, да. Если наоборот вы будете сами продавать, да, то вы можете любую цену загадать, и у вас купят, поверьте, у вас именно купят. Если мы говорим про аренду, ну, очень хорошая аренда, и место будет хорошее, и цена просто прекрасная, и условия замечательные, да, вот такое идет. Если мы говорим про тайные секреты, то та информация, которой вам, например, не хватало, например, для принятия какого-то решения, либо для какого-то вывода, для понимания какой-то ситуации, вот она вас найдет. Информация найдет вас сама. Кто-то что-то скажет, подойдет, расскажет, объяснит. Может, сами что-то найдете, раскопаете, да, какие-то там документики увидите, фоточки. Прям информация вас находит, и вы такая, замечательно, прям в руку идет. Ну, это шикарно, да. Еще знаете, как информация идет? Что вы специально ничего не делаете, оно как само к вам приходит. Да, само. Ну вот сидите, вы думаете, надо поискать аренду. Там, не знаю, заходите на какой-нибудь сайт, да, либо просто там какую-то социальную сеть, и вам бац, реклама, вы такая, ну ничего себе, мой вариант, надо брать. То же самое с информацией, да, вот сидите, никого не трогаете, раз к вам кто-то подходит, либо полезли за какими-то документами, либо что-то поискать в интернете, раз нашли. Ну, замечательно, замечательно. Мне вот нравятся такие ключи. Я за вас кулачки держать буду. Это шикарный знак. Так, еще. Ну, здесь вы что-то будете делать. Что-то вы будете делать, какой-то шедевр вы будете делать. Возможно, кулинарный, возможно, вы шьете, возможно, вы вяжете, что-то, не знаю, выращиваете, высаживаете, не знаю, пишете, сочиняете, да, какой-то шедевр у вас идет. Причем я не могу сказать, что вы сильно стараетесь. Скорее вы на каком-то расслабоне, на каком-то таком позитивчике, да, вот настроение у вас хорошее будет. И вы такую шедевральную штуку сделаете, вот вам многие завидовать будут. Многие. А если вы поделитесь этими результатами, этим шедевром с общественностью, ну, например, в интернет куда-нибудь выложите, то у вас почитатели появятся. У кого-то, например, отыграется, что вы пойдете, ну, допустим, в караоке, ну, как пример, да, и вы стесняетесь петь, вы, например, думаете, что у вас там не особо прекрасный голос, и, может, там и слух у вас не совсем точный, вот, вас просто затянут в это караоке, вы споете, и весь зал будет вам аплодировать, причем стоя, потому что это будет шикарно, это будет эмоционально, это будет прям очень гармонично. Опять же, вы очень музыкальный человек, да, у вас, например, талант, а вы вот даже не подозревали. Но вот прям раскроетесь, как-то раскроетесь так, что люди ахнут. Да вы и сами ахнете, ведь вы от себя этого не ждете, либо уверены, что у вас там, ну, не очень хорошо получится. Так, еще. Здесь у меня провинившийся мужчина выполз. Действительно выполз, причем на коленях. На коленях с каким-то подарком, сразу хочу сказать, большой, дорогой, вот так вот. Может быть, даже букет цветов, большой, дорогой, да, либо действительно какую-то коробку притащит вам с очень дорогим подарком внутри. Мужчина ползет, причем, вот знаете, как на коленках согнулся, голову подогнул, этот подарок впереди себя вот так выставляет.
Не прогоняй меня, да, не казни, помилуй, я тебе подарок принес. Если честно, вы то ли на этого мужчину рукой уже махнули, то ли уже, знаете, как разочаровались полностью, целиком и полностью. И тут он вас так удивит вот этим вот подарочком. Но подарочка вы возьмете, это точно. Не знаю, что решите с этим мужчиной, но подарочка вы возьмете. И вижу, что вам будет приятно. Даже немножко сердце у вас оттает по отношению к этому мужчине. Ну, и удивит, и порадует. Ну, молодец, что скажешь. Даже если он и провинился, вот такие подарочки, они, конечно, свое дело делают. Так, а еще какое-то письмо к вам придет. Именно письмо. И, скорее всего, ну, бумажная мне почему-то идет, потому что вы будете стоять читать, вот что в руках держите и читаете, как бумажку в руках держите. А может быть и не письмо, может документ какой-то, да, вы в руках будете держать. Очень удивительная вещь. Там будет написано то, во что будет сложно поверить. Ну, смотрите, могу предположить, что это какое-то наследство. Могу предположить, что это какое-то разрешение. Может быть, даже какое-то судовое решение. Знаете, вот похоже на что-то из серии невероятное, невоплотимое, недоступное. А вам вот именно бумажка придет по этому поводу. И вы прям будете ее с правой стороны читать и глазам своим не верить. Хорошая, вот сразу говорю, очень хорошая для вас эта ситуация. Документ очень хороший для вас. Вы знаете, как тут даже совет вышел, сразу воспользоваться этим документом, не откладывать долгий ящик, сказать, я теперь наследница, да, никуда спешить не надо, да, либо ничего с этим делать не надо. Надо, обязательно надо. Если какой-то документ можно приобрести, получить, оформить, тоже сразу делайте, не откладывайте долгий ящик. Обязательно не упустите эту возможность, мало ли там что меняться начнет, сразу делайте. Так, и еще какая-то деньга к вам идет. Деньга, либо какая-то очень успешная денежная операция, которую вы проведете, выполните. Ну, смотрите, кто-то деньги получит, да, кто-то перевод получит, кто-то выплату получит, кому-то удастся, например, компенсацию какую-то получить, да, либо удачно очень обменять деньги, вовремя, не знаю, там, обналичить, либо вовремя во что-то там вложиться. Да, очень, кстати, удачно идет. И это финансовые поступления, это то, что вы себе на баланс приплюсуете, заплюсуете. И вы знаете, вы будете очень довольны, очень довольны. Особенно те, кто не владеет финансовой грамотностью, как-то вы так подсуетитесь, и прям такое желание появится, да, нужно что-то делать, нужно спешить, да, либо нужно пойти там, как права свои покачать. И знаете, вы с деньгами, вы у меня вышли с деньгами. Пусть деньги там не супер-пупер, там миллионы, миллиарды, но тем не менее вы с деньгами, вы очень довольны. Очень довольны. Кстати, будете тратить на себя, на семью, на свои какие-то удовольствия. А вы молодец. А вы молодец. Смотрите, и тут вам по работе, да, вот прям всплеск идет активности. И венец, вы с деньгами в руках находитесь. Так, и еще самый важный момент, вот для кого-то это самый важный момент, он касается какой-то поездки, либо вопроса по этой поездке. Вот разрешится для вас ситуация с поездкой очень положительно и очень удачно. То есть, если вам ехать надо, вот прям и билет дешевый, и быстро доедете, и все прям тютелька в тютельку пойдет. А если ехать вам не надо, да, еще и вы не хотите, ну вот как необходимость, то там идет прям как блок, и вы такая, слава богу, ну не надо, да, я не хотела и не надо. Да, вот именно удачное разрешение вопроса, связанного с поездкой, с отъездом, не знаю, переездом, с какой-то транспортировкой. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.